Головная боль, рвота, лихорадочное состояние и слабость. Еще вчера активный ребенок и вдруг слег с высокой температурой. Инфекция кишечного тракта чаще всего встречается у детей после респираторных заболеваний и протекает тяжелее, чем у взрослых. Зачастую к нам приходят, обращаются родители, приводят ребенка, который болеет уже больше 5-6 дней. Ребенок очень запущенный, я привожу пример, но когда вы начинаете у них опрос, к педиатру не обращались, никакой анализ не сдан. И каким-то волшебным образом врач, который смотрит этого ребенка, должен поставить, по их мнению, поставить диагноз и сразу же вылечить ребенка в тот же день. Вы понимаете, это невозможно. Симптомы интоксикации из этого состояния выводить иногда даже бывает тяжело. В последнее время родители часто жалуются на кишечную инфекцию у детей. Ее нередко еще называют болезнью грязных рук. Легче всего подхватить болезни в детских садиках. Бактерии, грибки, вирусы – все это передается через общие предметы использования – игрушки, полотенца, посуда. Сегодня поставила капельницу, восполнила объем циркулирующей крови, ОЦК. Это не знаю, интоксикацию какую-то снял. Но состояние, до которого довели ребенка в течение нескольких дней, я не могу его вывести из этого состояния за один день. Понимаете, на это тоже нужно время. Поэтому главное, как я говорю, не еда, не пихайте в этих детей еду, хотят они этого или нет, когда они болеют. Для них самое главное питье, жидкость, употребление, потому что они теряют очень много жидкости. Ежедневно в инфекционные отделения поступает несколько детей с подозрением на кишечную инфекцию. Сейчас большая часть пациентов в ИРКБ – это те, что подхватили болезнь желудка. Их порядка 70%, а остальные с коронавирусной инфекцией. Небольшой рост больных врачи связывают с весенним сезоном. Кишечные инфекции, они практически все сезонные. Там вирусы, в холодное время больше обостряются, или коклюш, в определенные периоды бывает поток определенного заболевания. Но кишечные инфекции в основном во все сезоны он актуален, потому что вызывается разными вирусами. Летом зачастую это больше бывает отравление, немытые фрукты, недозрелые фрукты, арбуз, как у нас любят это говорить. Поэтому, более в прохладное время это бывают энтеровирусы и ротавирусные инфекции больше. Не менее важно следить за своим рационом. Для сбалансированного питания, по словам специалистов, человеку достаточно употреблять в пищу не менее 500 граммов овощей или фруктов. Также в меню должны быть продукты, содержащие сложные углеводы, белки и молочные продукты. Хава Гайзикова, Хамзат Халухаев. Новости 24.